Башкортостан поистине хоккейная республика, и наш канал не обошел вниманием этот зрелищный вид спорта. Вы смотрите «Хоккей-24» на России-24 Башкортостан. Меня зовут Ирина Макаренко. Здравствуйте. В первом выпуске мы расскажем о том, как башкирские команды континентальной, высшей и молодежной хоккейной лиги приближаются к плей-офф. Покажем самые горячие моменты матчей прошедшей недели, а также игроки поделятся своими секретами. Для Салавата прошедшая неделя стала заключительной в регулярном чемпионате. Место в плей-офф уфимцы заработали заранее, разгромив на своем льду лидера конференции «Авангард». Впрочем, расслабляться юлаевцы не собирались. Теперь борьба развернулась за более высокую позицию на Востоке. Первую встречу юлаевцы провели в гостях с нижнекамским нефтехимиком. Хоть и с большим трудом, но уфимцам удалось вырвать победу. В первом периоде ворота обеих команд оказались нераспечатанными. Впрочем, уже во втором игровом отрезке Салават сумел порадовать своих болельщиков, которых, к слову, на этом матче оказалось немало. Сначала отличился лучший бомбардир уфимцев Игорь Мирнов, а через 3 минуты Антон Слепышев повторил его успех. Нижнекамцам в заключительной 20-минутке удалось отквитать лишь одну шайбу 2-1 в пользу уфимского коллектива. Второй матч недели прошел для Салавата Юлаева менее удачно. Ворота Северстали так и остались нетронутыми, а вот череповецкий коллектив трижды огорчил голкипера уфимской дружины Ира Тарки 3-0. Заключительный матч регулярного чемпионата юлаевцы провели в Минске. На последнем рубеже обороны место занял Андрей Василевский. Мирослав Блатяк сорвал паутину с ворот противника на первой минуте второго игрового отрезка. Уже в третьем периоде Панков удвоил преимущество. Впрочем, минская дружина сумела сравнять счет путем замены вратаря на 6-го полевого игрока. Юлаевцы останавливаться не собирались, и Панков записал на свой счет еще одну шайбу на предпоследней минуте матча 2-3. Победой завершился регулярный чемпионат для уфимской дружины. В преддверии заключительной недели регулярки нам удалось встретиться с молодым любимцем уфимских болельщиков Андреем Василевским. Андрей, здравствуй. Скажи, как чувствуешь себя в составе Салавата Юлаева? Есть ли какие-то трудности или, может быть, нюансы? Здравствуйте. У меня трудностей таких не возникает. Все-таки я многих знаю и знал как бы в Салавате. И меня приняли как бы очень хорошо. И все-таки взрослый уровень, все тут по-другому. Но я нормально вроде держусь и потихоньку как бы вкатываюсь в эту игру. И поэтому у меня пока проблем нет. На матчах с лидерами конференции мы, к сожалению, тебя не увидели. Это с казанскими барсами и с «Авангардом». Ну, скажи, по твоему мнению, почему все-таки тренер на лед тебя не выпустил? Ну и в целом, хотелось бы сыграть с такими принципиальными соперниками? Да мне бы против любых бы сыграть. Все-таки любой опыт как бы полезен. И, ну, не выпустил их решение. И что, не вбегать же тренерскую, не разламывать там. Все. Ну, перестраховались, что последние игры были для болельщиков все-таки в регулярке, чтобы они порадовались нашим победам, и поэтому перестраховались и поставили более опытного. Ну, как мы знаем, североамериканский клуб Tampa Bay Lightning уже в следующем сезоне хотел бы видеть тебя в своем составе. Однако у тебя действующий контракт с Салаватом. Все-таки стоит ли опасаться болельщикам, что уедешь за океан? Ну, я не так уж буду все раскрывать, и я скажу, дождитесь до конца сезона и посмотрим уже там. Я сам точно не знаю, что будет, поэтому лучше дождаться конца сезона, и там и уже все будут знать. Наверняка после перехода в основной состав тебе стали уделять больше внимания как представители прессы, так и болельщики. Как справляешься с такой популярностью? Да нормально. Я еще в прошлом году, у меня как бы много всяких интервью было. И ну, да, это, конечно, надоедает, я ничего не говорю. Ну, насчет болельщиков мне, наоборот, приятно то, что они меня иногда даже узнают на улице. А так я все время почти ухожу, после игры общаюсь с ними, там, фотографируюсь, расписываюсь. Так что, если не считать то, что слишком много прессы, то в остальном меня более чем устраивает. Ну, вообще, какие у тебя отношения с болельщиками? Может быть, что-то дарят? Да, шоколадки. Серьезно. Шоколадки мне дарят, я кушаю их после игры. Серьезно. Так что вот такие вот у нас хорошие болельщики. Ну и в завершение поделись своими планами на оставшиеся матчи регулярки. Какой вообще настрой у команды на плей-офф? Мои планы, как и, наверное, у всей команды, это побеждать. Ну, для меня важно сейчас сыграть как можно больше игр и получить игровой опыт на высшем уровне. И настрой у команды самый боевой, у всех хорошее настроение. И тренируемся и работаем, чтобы
выиграть кубок. Андрей, спасибо за ответы, удачи и, конечно, побед. Спасибо. Действующий чемпион высшей хоккейной лиги «Нефтекамский Торос» к началу недели занимал 3-ю строчку турнирной таблицы и планировал не терять своих позиций. За прошедшую неделю подопечным Руслана Сулейманова пришлось провести 3 сложных матча, в том числе и с лидером чемпионата. Первый матч домашней серии «Ледяные глыбы» провели с гостями из Караганды. «Сыроарка» занимает 1-ю строчку турнирной таблицы. Встреча действующего чемпиона лиги с фаворитом чемпионата заранее обещала любителям хоккея зрелищную игру. Ожидания болельщиков оправдались полностью. Борьба действительно получилась ожесточенной. До конца игрового времени соперники обменялись 2 шайбами. Оба гола нефтекамцев на счету первой пятерки. В стартовом периоде отличился Степанов, а во второй 20-минутке его коллега Вахрушев. Победителей удалось определить только в серии буллитов. Точные братски Синтюрина и Богдановского принесли Торосу победу. Вторая игра недели вновь подарила нефтекамским болельщикам повод для радости. Встреча с Южным Уралом прошла под диктовку дружины Руслана Сулейманова. Счет открыл Виталий Каменев, точно забросив с неудобной руки, а следом Алексей Василевский удвоил преимущество. До конца игрового времени нефтекамцы забросили еще 2 шайбы. Впрочем, Орская дружина сдаваться без боя не собиралась. Южноуральцам дважды удалось поразить владение Владимира Сахацкого. Итог матча 4-2. Уверенная победа хозяев льда. У нас домашняя серия такая сложная. Нам принципиальные соперники, в принципе, которые нам, я думаю, попадут, с кем-то будем играть все равно. Пока мы доказываем, что на данном этапе мы физически лучше готовы. Заключительную домашнюю встречу регулярки нефтекамцы провели с челябинским Челметом. Егор Дубровский на 27-й минуте матча огорчил вратаря гостей, после чего защитник Тороса Алексей Василевский вновь зажег красный свет за воротами противника. Остаток матча оказался безголевым, как итог, сухая победа Тороса. Задача одна – в оптимальной форме подойти к играм плей-офф, потому что там уже потребуется и хорошая физическая форма, и тактическая какая-то подготовленность. Но самое главное, чтобы ребята подошли, еще раз повторю, в оптимальной физической форме, без травм. Ну, команда на подъеме, надо сохранить просто это состояние. Но есть, к сожалению, травмированные. Хотелось бы, чтобы побыстрее они вошли и набрали форму. Младшему брату основной команды республики Талпару тоже выпало нелегкое испытание. На прошедшей неделе юлаевская молодежка провела очередную серию домашних матчей. Главная задача – набрать необходимое количество очков, чтобы выйти в плей-офф. Первым соперником на домашнем льду для талпаровцев стал Нижнекамский «Реактор». Обе встречи для уфимской дружины оказались неудачными. Блестящие атаки хозяев льда позволили в первом матче закатить в створки ворот противника 5 шайб. Однако гости сумели переиграть подопечных Александра Симака 7 раз. Вторая игра с нижнекамцами оказалась менее результативной. Гости 4-жды огорчили голкипера Талпара Даниила Романова. Уфимцам удалось отквитать лишь 2 шайбы. Таким образом, уфимцы не смогли забрать у «Реактора» ни одного очка. Впрочем, дружина Симака сумела порадовать своих болельщиков в третьей игре прошедшей недели. В матче против Актана уфимцы показали блестящую слаженную игру, создавая множество опасных моментов, которые они блестяще реализовывали. Встреча закончилась разгромным поражением пермяков 8-1. Особо отличились Руслан Батулин и Кирилл Шмурыгин, оформившие хэт-трик и дубль соответственно. Вторая встреча с тем же противником оказалась труднее. Выявить победителя в основное время не удалось. 4-4. Все решилось в серии после матчевых бросков, где удача оказалась на стороне гостей. К слову, на прошедшей неделе за юлаевскую молодежку играли оба игрока, защищавшие цвета российского флага в турнире «Пяти наций». Никита Седиков и Кирилл Шмурыгин в составе юниорской сборной России завоевали золото. Для меня, я думаю, он прошел не так, как хотелось. Особо ничего не показал, как я хотел. А так для команды турнир сложился хорошо. Я думаю, неплохой урок я для себя там выучил. И думаю, это поможет мне. Я был уже там, не особо мне нравится эта страна. Там у них свои законы, совсем по-другому все. Даже еда невкусная.
По итогам регулярки Салават Юлаев занял 5-ю строчку турнирной таблицы. Таким образом, главной башкирской команде предстоит взять старт в Кубке Гагарина с матча против Магнитогорского «Металлурга». Уфимцы начнут серию в гостях 21 и 22 февраля. А вот у нефтекамского «Тароса» до окончания регулярного чемпионата впереди еще 3 матча. На сегодняшний день ледяные глыбы прочно обосновались на 3-й строчке турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. У юлаевской молодежки дела обстоят немного сложнее. Уфимцы находятся на 7-й позиции. Впереди у Талпара еще 6 игр до плей-офф. Для игроков, безусловно, важна поддержка своих болельщиков. Самим же поклонникам башкирского хоккея интересно узнать все о своих кумирах. Поэтому мы передали ваши вопросы игроку, который в этом сезоне успел сыграть за 3 башкирских коллектива. На ваши вопросы ответил Алексей Василевский. Игорь Садков. В детстве занимались чем-то, кроме хоккея? Не, в детстве я не занимался. Я с 6 лет как играю в хоккей, так и продолжаю играть по сегодняшний день. Дмитрий Бурангулов. Как думаете, Алексей, кто выиграет Кубок Гагарина? Салават Юлаев. Я отдаю предпочтение этой команде. Там у меня и брат играет, и друзья тоже. Владислав Кочергин. Алексей, как вы относитесь к футболу? К какой команде симпатизируете? К футболу отношусь положительно. Это такой же вид спорта, как и хоккей. К какой команде? Не знаю, сборная России только. И все. Эльмир Габитов. Когда вас ждать в основной команде республики? Я не знаю, когда еще. Но я стараюсь, показываю все, что могу здесь, в Таросе. Я надеюсь, что меня тренера заметят и позовут, дадут шанс в команде. Радик Гумеров. Алексей, кто для вас является кумиром и какую команду вы считаете главным претендентом Кубка Гагарина? Кумир – это, безусловно, отец, как и у моего брата, он тоже. Он нас привел в хоккей, и благодаря ему сейчас играем. Тимур Латыпов. Алексей, что бы вы делали, если бы не пошли в хоккей? Не знаю, я был бы, наверное, вратарем в футболе. Когда мы еще в Дюшор играли, у нас летом мы всегда на турнире «Кожаный мяч» участвовали. И я был там вратарем всегда, и неплохо получалось. На этом все в прошедшей хоккейной неделе. Увидимся в следующий понедельник в это же время.